Здравствуйте! Мы приступаем к изучению системы расчета дорожных одежд Indoor Pavement. На вводном занятии мы рассмотрим интерфейс главного окна системы, расскажем об основах работы, а также где найти справочную информацию о программе и как связаться при необходимости с технической поддержкой компании Indorsoft. Работу можно начинать с пустого проекта. Для этого на стартовой вкладке нажмем кнопку «Новый проект». Также можно создать новый проект, воспользовавшись типовыми конструкциями мастера создания нового проекта. Об этом мы подробно расскажем в отдельном уроке. Сейчас мы откроем заранее подготовленный проект, вводное занятие, чтобы на нем рассмотреть основные возможности системы. Перед вами главное окно системы. Основную часть окна занимает область формирования конструкции дорожной одежды. Здесь мы проектируем конструктивные решения, выполняем различные действия. Создание, удаление, перемещение с вариантами конструкций и состоящими из них слоями дорожной одежды. Для одного и того же участка проектирования можно рассчитать сколько угодно вариантов конструкций и выбрать наиболее оптимальный. В области формирования конструкции также удобно анализировать конструктивные решения. Сверху расположена лента, содержащая вкладки, на которых расположены кнопки с командами. Обратите внимание на подсказки у кнопок. В них можно найти полезную информацию об особенностях работы с командой. Проверить заданную конструкцию дорожной одежды можно по различным критериям. Включение и выключение критериев расчета осуществляется на вкладке «Главное» в группе «Расчет», либо в свойствах проекта. Методика расчета конструкции выбирается нажатием кнопки расчетной методики на ленте. Выбрать можно не только базовую методику, а также, в зависимости от особенностей конструкции, дополнительные методики расчета. При наличии только одного варианта методики она подключается автоматически. Так, при добавлении материалов жестких дорожных одежд в конструкцию автоматически подключается методика их расчета. Откроем встроенную библиотеку материалов нажатием кнопки «Библиотека материалов» на ленте. Библиотека материалов состоит из 4 смысловых блоков и содержит материалы конструктивных слоев, грунтоземляного полотна из всех поддерживаемых программой методик расчета, а также от различных производителей. Для них в программе уже заданы все расчетные характеристики. Кроме того, в каждом блоке материалов есть папка «Материалы» с пользовательскими характеристиками, в которую пользователь может добавлять материалы сам. Подробнее работу с библиотекой материалов мы рассмотрим в отдельном уроке. Ниже находится область просмотра отчетной документации, которая представлена чертежом и отчетом по расчету. Система динамически формирует чертеж конструкции с таблицами исходных и расчетных параметров и отчет для всех вариантов конструкции. Для навигации по чертежу используйте мышь. Прокручивая колесо мыши, можно увеличивать или уменьшать изображение в зависимости от направления прокрутки. Чтобы перемещаться в любом направлении, удерживаем колесо мыши нажатым. На отдельную вкладку «Ход работы» вынесена информация о предупреждениях и ошибках в ходе расчетов. Здесь можно также настроить фильтр критичности выводимых сообщений. На вкладке «Чертеж и отчет» нажатием кнопки «Детальный отчет» можно сформировать документ с подробным описанием всех используемых для данного расчета формул, номограмм и таблиц из соответствующих нормативных документов. Инспектор объектов отображается в правой части главного окна. Его можно открывать и закрывать с помощью клавиши F6. На первой вкладке инспектора объектов могут отображаться свойства проекта, варианта или слоя. Чтобы открыть свойства проекта, нажмем кнопку «Свойства проекта» на ленте.
или выделим щелчком мыши в области формирования конструкции строку «Проект конструкции дорожной одежды». Чтобы отобразить свойства варианта, выделим строку с его названием в области формирования конструкции. Аналогичным образом можно перейти к свойствам любого конструктивного слоя или грунта земляного полотна. Вторая вкладка «Материалы» предназначена для поиска и выбора необходимого материала и добавления его в текущую конструкцию дорожной одежды. С помощью строки поиска можно легко найти нужный материал. Структура дорожной одежды в системе Indoor Payment аналогична реальной конструкции, то есть представлена набором слоев. Дорожные одежды могут быть жесткими и не жесткими. Окраска слоя соответствует его типу. На этом мы остановимся подробнее в последующих уроках. Слои сгруппированы в варианты. Каждая конструкция представлена в виде отдельной секции со своим наименованием варианта. Грунт земляного полотна отображается в виде отдельного слоя, окрашенного желтым цветом. При этом грунт является одним из параметров района проектирования, поэтому слой грунта относится ко всему проекту и не привязан к определенному варианту конструкции. В зависимости от текущих задач можно скрывать и раскрывать конструктивные слои варианта, используя специальные кнопки. Сохранять внесенные изменения можно с помощью кнопки «Сохранить» на панели быстрого доступа или на вкладке «Файл». Вся информация о системе представлена на вкладке «Справка». Здесь можно просмотреть данные о лицензии, информацию о номере и дате сборки, запустить службу обновлений. Кроме того, в этом блоке можно просмотреть список изменений в программе. Все нововведения и исправления здесь сгруппированы по сборкам. В левом столбце находится различная справочная информация о программном продукте, а также различные способы связи с технической поддержкой компании Indorsoft. Вы всегда можете прислать нам свои вопросы на электронную почту support@indorsoft.ru или задать их нашим специалистам по телефону, позвонив по указанным номерам.